В ближайшее время он будет везде, а без него везде будет нельзя. Неожиданно QR-код стал самым популярным, модным аксессуаром последнего года. И это несмотря на то, что известные бренды уже использовали QR еще до начала пандемии. Так, популярная спортивная марка выпускала целую серию кроссовок, которая знакомила нас с новой реальностью. Другой известный бренд презентовал серию эко-сумок с QR-принтами. Сегодня QR-код на улице города выглядит не просто актуально, но даже слегка иронично. Мы предлагаем вам посмотреть на него несколько иначе, как на то, что существует и за пределами вашего смартфона. Поехали! Добрый день. Смотрите, вот у меня есть маска. Возможно ли нанести сюда QR-код? Да, конечно, давайте сделаем. В целом говоря, наш QR-код готов. Сейчас берем вашу масочку и будем уже наносить его под термопрессом, под давлением, под горячей температурой. В принципе, он уже, то есть, что стирать, что хотите с ним можете делать. Он не сотрется. Он уже нет, да. Некоторые идут еще дальше и печатают на одежде сразу и QR-код, и паспортные данные. В Казани пока таких немного, но интерес к тому, чтобы разместить черно-белые квадраты на куртке или шапке, все же есть. Ну, смотрите. Что это значит? Что я тоже в тренде? По обстановке вы уже догадались, где мы сейчас находимся. Еще один тренд. QR-маникюр. Пойдемте. Что сегодня вот мы можем с вами сделать? Что? Самые сумасшедшие дизайны мы уже делали. Сегодня будут QR-коды на ногтях в качестве дизайна. Конечно, собственноручно нарисовать QR-код у мастера не получится. Тут нужна максимальная четкость и графичность действий. Самый простой вариант – распечатать нужное изображение, что мы, собственно, и сделали. Мы его даже попробуем прочитать. Главное, чтобы света хватило. В данном случае мы использовали не свой QR-код, в основном в дизайнерских целях. Настоящий мы приберегли для более изощренного бьюти-экстрима. Маникюр уже сделан, очередь за татуировкой. Настоящую я, конечно, сделать не решилась. Мы сделаем что-то наподобие кальки. Вот как правильно это называется? Диляра, я обвела наш QR-код через специальную трансферную бумагу, тем самым подготовила эскиз для нанесения татуировки. Сейчас мы это сделаем. Давайте попробуем. Диляра, вы готовы? Я не готова. Давайте сейчас попробуем зайти в крытый рынок и проверить, работает ли наш новый QR-код. Раз, QR-код можно? Здрасте. Сможете? Не, он не читается. Точно, да? Точно. Нет, вообще никак не читается. Где-то, наверное, 1,5 года назад, когда истории с пандемией еще не было, моя коллега делала QR-код, татуировку с QR-кодом. Я не знаю, на самом деле, что он означал, но клиент хотел, чтобы она читалась, мы попробовали, она не прочиталась. Поэтому все-таки кожа – это совсем другое, и не всегда есть уверенность в том, что QR-код почитается. А что-нибудь есть у вас с QR-кодом, с надписью? Нет. Чтобы с логотипом, с принтом QR-кода было? Нет таких принтов? Ну вот это, кстати, вопрос открытый. А закрепится ли этот тренд, этот символ? То есть закончится ли пандемия? С эстетической точки зрения как-то можно его обыграть, но его значимость в любом случае будет меняться со временем. Если мы возьмем эпоху Средневековья, важным символом было оружие. То есть на сегодняшний день, в эпоху цифровизации, то есть у нас символом является
QR-код. То есть, соответственно, меняются эпохи, меняются тренды, меняются символы власти, символы свободы, символы передвижения. Что диктует мода? Не воспринимать все слишком серьезно, а посмотреть на QR-код не как на высказывание, а всего лишь как на авангардную подпись. И каким бы символом он ни был, свободы или наоборот ограничений, то теперь уж точно станет еще и вакциной от тревожности. Диляра Юсупова, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.